Тема урока – легенда о Манкурте. Цели урока. На этом уроке мы продолжим знакомство с творчеством Чингиса Айтматова. Ознакомимся с содержанием легенды о Манкурте по роману Чингиса Айтматова «И дольше века длится день». Сегодня мы не в первый раз встречаемся с творчеством киргизского писателя Чингиса Айтматова. Это человек, умевший видеть суть вещей, проникать вглубь истории. Чингис Айтматов – дипломат, общественный деятель, талантливый писатель. Родился в 1928 году в ауле Шекир Кировского района Киргизской ССР. Благодаря родителям и русский, и киргизский языки стали для будущего писателя родными. Это повлияло на последующее творчество Чингиса Айтматова. Начало литературной деятельности относится к 1952 году. В это время появляются его первые рассказы, произведения, которые принесли мировую славу. «Лицом к лицу», «Джамиля», «Первый учитель» и другие. А также Чингис Айтматов занимался активной общественной деятельностью. Он лауреат множества советских международных премий. Обращаясь к творчеству любого писателя, читая новые произведения, мы должны не только насладиться сюжетом, но и понять, а что хотел сказать автор своим произведением, во имя чего его создавал, какой заветной мыслью хотел поделиться с читателем. А теперь, ребята, рассмотрим сюжетную линию произведения. Роман «Буранный полустанок» написан в 1980 году. Органичной частью этого произведения стала легенда о Манкурте. Без нее нельзя понять общий смысл романа, но она может сосуществовать как отдельное произведение. Легенда о Манкурте – гимн материнской любви и проклятие людям, посмевшим поднять руку на святое. Это память человека. Эта легенда – нервный узел романа, саразекская метафора. Рассмотрим этимологию слова. Манкурт – тот, кто забыл свое прошлое, отказался от своих национальных обычаев, традиций, ценностей, потерял нравственные ориентиры. Если сделать экскурс в историю, то слово «манкурт» возможно восходит к древнетюркскому «неразумный», «глупый», лишенный рассудка. В современном киргизском языке означает «калека», то есть изувеченный человек. В монгольском языке имеет значение «тупой», «глупый», «слабоумный». Легенда – это письменное предание о каких-либо исторических событиях или личностях. В основе повествования лежат фантастические события. Ребята, по ходу сообщения не забывайте делать пометки в тетрадях. Ребята, послушайте легенду о Манкурте. У кладбища Аннабит была своя история. Предание начиналось с того, что жуань-жуаны, захватившие саразеки в прошлые века, исключительно жестоко обращались с пленными воинами. Они уничтожали память раба страшной пыткой, надеванием на голову жертвы шири. Сначала им начисто обревали головы, тщательно выскабливали каждую волосинку под корень. К тому времени, когда заканчивалось бритье головы, опытные убойщики и жуань-жуаны забивали поблизости матерого верблюда. Освежевывая верблюжью шкуру, первым долгом отделяли ее наиболее тяжелую плотную выйную часть. Поделив выю на куски, ее тут же в парном виде напяливали на обритые головы пленных. Тот, кто подвергался такой процедуре, либо умирал, не выдержав пытки, либо лишался на всю жизнь памяти, превращался в манкурта, раба, не помнящего своего прошлого.
Их отвозили подальше от людных мест, чтобы не доносились понапрасну их душераздирающие крики, и бросали там в открытом поле со связанными руками и ногами на солнцепёке, без воды и без пищи. Пытка длилась несколько суток. В живых оставались 1 или 2 манкурта из 5-6. Погибали они не от голода и даже не от жажды, а от невыносимых нечеловеческих мук. И если впоследствии доходил слух, что такой-то превращен жуанами в манкурта, то даже самые близкие люди не стремились спасти или выкупить его. И лишь одна мать, оставшаяся в предании под именем Найманана, не примирилась с участью сына. Об этом рассказывает саразекская легенда. И снова, в который раз пыталась Найман-Анна пробиться в глухую дверь сокрушенной памяти своего сына и твердила: «Вспомни ты, чей, как твое имя, твой отец Данинбай. Жаламан, где ты? Это я, твоя мать. Где ты? Жаламан, сын мой, не стреляй!» То был смертельный удар. Найман-Анна наклонилась и стала медленно падать. Но прежде упал с головы ее белый платок, который превратился в воздухе в птицу и полетел с криком: «Вспомни, чей ты, как твое имя, твой отец Данинбай, Данинбай, Данинбай». С тех пор, говорят, стала летать в Саразеках по ночам птица Данинбай. То место, где была похоронена Найман-Анна, стало называться в Саразеках кладбищем Анабит, что означает «материнский упокой». Так как от руки сына Манкурта погибла мать, которая продолжает выполнять свой материнский долг даже после смерти. Это ее платок волею писателя превращается в птицу, которая пыталась пробудить память Жаламана, вернуть его человеческое достоинство. Ребята, обратите внимание на новые слова. Найманы – название одного из казахских родов. Жуань-жуаны – кочевое племя, враждебные казахи. Саразеки – желтые просторы. Манкурт – раб, лишенный памяти и рассудка. Шири – выйная часть верблюжьей шкуры, орудие пытки. Ребята, перед вами задание. Мы с вами обсудили произведение. А теперь составьте цитатный план по прочитанным главам. А теперь сравните ответы. Следующее задание. Метод незаконченного предложения. Вспомните информацию о легенде и дополните предложение. А теперь сравним наши ответы. Ребята, перед вами задание. Необходимо высказать свою позицию. Согласны ли вы с автором или нет? Обязательно приведите свои аргументы и отправьте своему преподавателю. Перед вами еще задание. Сравните чувства Найман-Анны и ее сына в эпизоде их встречи. Сравните ответы. Ребята, мы с вами ознакомились с легендой. Скажите, в чем же сила айтматовской прозы? Страшную картину беспамятства рисует Чингис Айтматов в легенде. Потеря памяти своих корней, истоков приводят к страшной трагедии. Айтматов, предупреждая нас, как бы призывает: помни имя свое, помни свои истоки, землю свою, иначе без прошлого у человека нет настоящего,
и не может быть будущего. Это и хотел донести до нас автор. В этом сила айтматовской прозы. Ребята, запишите домашнее задание. Составьте кластер к слову «манкурт». Ребята, обязательно отправьте ваше задание преподавателю. Наш урок завершился. Теперь проведем обратную связь на уроке с помощью свободного микрофона. Что вам кажется интересным? Какое впечатление произвела легенда? Что особенно вам запомнилось? Что удивило или поразило?